1 июля в России ежегодно отмечается День ветеранов боевых действий. Это дата, которая объединяет всех, кто принял участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины. В Инте памятные мероприятия прошли у мемориала «Клятва». В них приняли участие представители администрации, депутатского корпуса, правоохранительных организаций, подростки, старожилы города и ветераны различных боевых действий. Уважаемые жители города, сегодня в очередной раз мы здесь собрались, чтобы вспомнить о ваших заслугах. Вы всегда с отвагой защищали интересы нашей Родины. Мы очень гордимся вами. Ваше мужество служит ярким примером для последующих поколений. И еще раз подчеркиваю о том, что необходимости мира и стабильности в нашем обществе. Дорогие ветераны, поздравляю вас с этим знаменательным днем. От всей души вам желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы всегда будем помнить и гордиться вашим подвигом. С праздником, дорогие ветераны! Это день памяти всех, кто воевал за Россию в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой воинский и гражданский долг по защите Отечества. День ветеранов боевых действий позволяет нам еще раз вспомнить о вашем подвиге, совершенном в разные годы при выполнении государственных задач. День, когда мы чествуем всех воинов, кто воевал в Афганистане, Чечне, в странах Латинской Америки, Азии, Африки и других горячих точках, где происходили военные конфликты, и участников специальной военной операции на Украине. Ваши подвиги никогда не будут забыты и останутся в сердцах всех россиян. Долг каждого – помнить о вас и уважительно относиться к вашим заслугам. Ваши судьбы – это наша история, наша память, и она никогда не угаснет. Вы все люди со стержнем, несгибаемым воинским духом. Ваша верность присяге и боевому братству всегда будет примером для защитников Отечества. Доблесть, самоотверженность и преданность объединяют всех ветеранов боевых действий. Наш долг сегодня – сохранить память об отваге участников локальных войн и чтить память павших товарищей. Сегодня наши боевые товарищи с честью защищают Родину, участвуя в специальной военной операции на Украине. Мы чтим погибших и выражаем глубокое уважение тем, кто показал отвагу, храбрость и стойкость. Мы осознаем ценность мирной жизни. От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил, успехов в завтрашнем дне и мирного неба над головой, счастья и спокойствия вашим семьям. Уважаемые ветераны боевых действий, от лица Интинской автомобильной школы ДСААФ России и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность за мужество, героизм и верность Отечеству. Ваш подвиг в защите мира и безопасности нашей Родины навсегда остается в памяти поколений. Каждый день мы помним о вашем самоотверженном служении и вдохновляем молодежь следовать вашим примерам. Недавно дети приняли участие в акции «Письмо солдату», передав слова поддержки тем, кто защищает нашу Родину. Это связь времен, которую вы создали своими действиями. Сегодня, в ваш праздник, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и счастья в семьях. Пусть вечная память и слава звучат в сердцах каждого россиянина в адрес тех, кто погиб, отдавая жизнь за нашу свободу. Спасибо вам за мирное будущее, которое вы дали нам возможность строить. С праздником! Статус ветерана боевых действий присваивается военнослужащим, проходившим службу в горячих точках и участвовавшим в боевых столкновениях. Ветераны боевых действий – это участники войны во Вьетнаме, Корее, Афганистане, Чечне, военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в Сирии и участвующие сегодня в специальной военной операции. В Инте таких ветеранов немало. Они не считают себя героями, ведут активный образ жизни и очень помогают в воспитании подрастающего поколения. В рамках мероприятия ветераны разных военных компаний поздравили земляков с памятной датой. Добрый день, уважаемые интинцы, ветераны. В этот день хотелось бы пожелать всем нашим ветеранам, кто защищал, продолжает защищать наши интересы, интересы нашей Родины, большого здоровья, крепкого мужества,
выносливости, терпения, чтобы их дома ждали близкие люди. Очень хочется надеяться, что наши дети будут знать о войнах, об этих мероприятиях, которые связаны с защитой наших рубежей только лишь по учебникам истории. Очень надеюсь на то, что скоро наступит мирное время и наконец-то наши братья, наконец мы начнем жить вместе дружно очень и забудем про этот кошмар. С праздником вас! Сегодня мы отмечаем памятную дату – День ветеранов боевых действий. В этот день хочется поздравить всех ветеранов с праздником. Большая благодарность таким людям, которые, не жалея своей жизни, сражались, боролись и отстаивали нашу землю. Скорбим о тех, кто погиб, отстаивая интересы страны, защищая жизнь мирных граждан. В горячих точках наши ребята всегда демонстрировали отвагу и доблесть. С честью и до конца исполняли свой воинский долг. Мы всегда сохраним память о мужестве и героизме участников военных конфликтов. Их преданность своей стране и боевым товарищам – пример для нынешних и будущих защитников Отечества. Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Практически каждая военная кампания, особенно последняя, забирала у ИНТ ее сыновей. Их память, а также память всех героев страны, присутствующие почтили минутой молчания. 2025 год в стране и регионе объявлен годом защитника Отечества и годом героев в коме. Напоминаем, пока есть кому защищать Родину, она будет жить. Наша малая Родина Коми, путь героев в веках не забыт, и в сердцах патриотов Коми наш священный огонь горит. Чтим мы память нашу святую, помнят дети предков своих. Пусть героев, защитников Коми никогда не будет забыт. Пламя памяти ярко горит, средь полярной зимы согревая, и никто никогда не забыт. В сердце каждого память живая, и потомки истории чтят. Путь героев, защитников вечен, подвиг доблести воинов свят, и горят нашей памяти свечи. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к мемориалу «Клятва». – 26 июня прошла приемка дворовой территории по адресу улица Промышленная, дом 12. Капитальный ремонт выполнялся в рамках проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках формирования комфортной городской среды был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу Промышленная, 12. Сумма контракта была более 5,5 миллионов рублей. Сроки проведения работ с 1 марта 2025 года по 1 августа. Работу выполнил подрядчик раньше времени назначенного. Работы выполнены качественно. В данный момент ведется приемка выполненных работ. Решение о благоустройстве двора было принято комиссией еще в 2024 году в связи с обращениями жителей города. По проекту на придомовой территории уложено порядка 55 железобетонных плит и около 80 бордюров, а также поставлены 2 лавочки, 2 урны и 2 фонарных столба. Необходимость, конечно, была выполнителя работы. Двор был, будем называть вещи своими именами, просто убит. Работы выполнены хорошо. И обращения были, и решение было по данному вопросу. Все в рамках действующего законодательства. Напомним, что по просьбе подрядчика и согласования с УЖКХ города Инты были внесены изменения в дизайн-проект. Взамен монолитного участка около первого подъезда была произведена укладка плиты. Все работы были выполнены без изменения цены контракта, а комиссия единогласно проголосовала за изменения. В 8-й школе началась замена оконных блоков в спортзале. По контракту, заключенному с подрядчиком, планируется обновить 2 окна из 4. Работы стартовали в мае 2025 года за счет средств, выделенных на укрепление материально-технической базы учебного заведения. Данный проект выполняется на республиканский бюджет 760 с лишним тысяч и местный бюджет интинский 85 тысяч рублей.
Причиной обновления старых стеклопакетов стала деформация оконных конструкций. Специалисты выявили перекос и рекомендовали замену. Аукцион на работу выиграл индивидуальный предприниматель Мамедов. Этот подрядчик уже не раз сотрудничал с учебным заведением. Мы с ним уже работали по актовому залу. Сейчас вот они выполняют работу по оконным блокам. Выполняют хорошо. С 23 мая с начала контракта начались работы. До 31 июля, соответственно, у нас они должны выполниться. Сегодня в спортзале школы происходит установка стекол в профиль. Все работы ведутся строго по графику и будут завершены в срок. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия по вопросам организации записи детей в 1 класс. На вопросы горожан ответили заместитель руководителя администрации округа Елена Моторина и начальник отдела образования Эвелина Круглова. Вот уже несколько лет прием в 1 класс регламентируется особым документом. Это порядок приема в 1 классы. На сегодняшний момент мы прошли уже 2 важных этапа. Первый этап – это определение организации образовательных и территорий, за которыми они будут закрепляться. Ежегодно до 1 марта издается постановление администрации, и, соответственно, муниципальное задание оформили по количеству 1 классов, которые будут открываться на следующий год. С 1 марта началась запись в 1 классы по закрепленной территории. Что это значит? Это значит, что родители могут ознакомиться с постановлением и определить, их дом закреплен за территорией той образовательной организации, в которой они хотят учиться, или нет. Если дом закреплен, они могут спокойно подать заявление в 1 класс на следующий год. Заявления подаются тоже несколькими способами. Родитель может прийти и подать заявление в письменном виде в приемную, приложив копии необходимых документов. Ну, собственно говоря, это документы, подтверждающие рождение ребенка, документы, подтверждающие статус родителей. Более удобный способ – это запись через портал госуслуг. Там можно даже сформировать заранее заявление, его оформить. Все дело в том, что при оформлении заявлений на портале сразу же подцепляются к заявлению все необходимые документы. То есть их не нужно специально копировать и приносить. Они все доступны для скачивания и тиражирования в самой школе. Поэтому основная масса родителей у нас проживает на закрепленной территории. Только 2 наши учреждения пользуются такой внетерриториальной возможностью. Это гимназия номер 2 и гимназия номер 3. В первую волну еще есть право попасть в 1 класс детям, чьи братья и сестры уже учатся в этой организации, независимо от того, где они зарегистрированы и проживают. То есть вот это преимущественное право определено недавно, года 2 назад. Есть преимущественное право на сегодняшний момент по закрепленной территории у родителей, которые работают в силовых структурах, у родителей, которые служат в вооруженных силах, у родителей, которые служат в полиции, в прокуратуре, ФСБ. Вот для них такая льгота есть, но опять же по закрепленной территории. 6 июля стартует 2-я волна записи в 1 класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации. Запись ребенка в желаемую школу возможна при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Ответ на заявление поступит не позднее 5 рабочих дней после подачи. На сегодняшний момент у нас свободные места есть во всех образовательных организациях. И вот родители, которые проживают на незакрепленной территории, могут претендовать только на свободное место. Если оно есть, они подают туда заявление. Если нет, то волей-неволей им приходится возвращаться к своей территории и подавать заявление в ту организацию, которая на их территории расположена. У нас 1 классы открываются в 2 сельских школах, в Абезе, в Петрунях. У нас 1 классы открываются в 8-й школе по адресу Куратова 32 и Мира 5.
По Ленинградской 17 у нас на сегодняшний момент нет желающих, кто бы хотел там учиться. При необходимости, конечно, и там будет открыт класс-комплект. Там на сегодняшний момент в начальном звене учатся 7 человек, они учатся в 2 классах-комплектах. По гимназии 2, гимназии 3 и лицею будет открываться по 2 первых класса. То есть, в принципе, получается, в каждом учреждении будут открыты первые классы. И если мы умножим, то получится 8 первых классов будет открыто именно в городской территории. Интинские школы в этом году готовы принять около 1000 первоклассников. По прогнозам специалистов, ожидается, что в первые классы придут около 900 малышей. Прием заявок продлится до 5 сентября. В случае отсутствия мест в предпочитаемой школе ребенок может быть зачислен в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение, где есть свободные места. Сейчас изменения есть и в учебном плане для первоклассников будущих. Определен особый щадящий режим, недельная нагрузка. У нас по 5-дневке учится с 1 по 11 класс, определяется в 16 часов, такой адаптационный период на сентябрь и октябрь. Дальше чуть побольше, и вот только со 2-го полугодия первоклассники вступают в такой уже твердый, четкий режим 20 часов учебная неделя. По любым имеющимся вопросам можно звонить в отдел образования по телефону 620 08. Несмотря на развитие цифровых технологий и повсеместный доступ в интернет, в Инте сохраняется добрая традиция пополнения библиотечных фондов через подписку. В предстоящем учебном году школы города получат от республики комплект журналов на коми-языке. В этом году временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Эрнстович Гольштейн дал поручение обеспечить все школьные библиотеки за счет средств республиканского бюджета изданиями на коми-языке для детей. Поступившие издания разнообразны как по тематике, так и по возрастной категории. Именно этот принцип ляжет в основу распределения журналов по школам. Всего в библиотечный фонд поступило 3 издания. Журнал «Бикинь», что в переводе с коми-языка означает «искорка», предназначен для младших классов. Его яркие иллюстрации, игровые задания и увлекательные рассказы помогут детям узнать и полюбить язык нашего региона. Издание «Елога» ориентировано на подростковую аудиторию. Для школьников республики этот журнал станет не просто чтением, а важным мостом между поколением и культурой. Журнал «Елога» «Эхо» – это журнал уже для более взрослой аудитории. В этом журнале есть публикации не столько художественные, сколько социально-исторические, общественные публикации. Они предназначены для старшеклассников. Поэтому этот журнал у нас будет распределен в 3 образовательные организации. Это школа села Петрунь, где коми-язык преподается как родной, в школу поселка Абесь, где коми-язык преподается как государственный, и в гимназию номер 2. Все дело в том, что в гимназии номер 2 работает педагог Лаура Александровна Кириченко, которая с большим удовольствием ведет для детей кружок. В рамках внеурочной деятельности они занимаются не только изучением коми-языка. Они ставят сценки, спектакли, участвуют в конкурсах стихотворений на коми-языке. Поэтому думаем, что и для гимназии эти журналы будут подспорьем. На региональном уровне было принято решение уделить внимание всем участникам образовательного процесса, включая педагогов и родителей. Для возрастной аудитории в библиотеках появится литературно-художественный журнал «Бойвев Коджув», что в переводе с коми означает «северная звезда». Этот вклад в библиотечный фонд особенно важен для муниципального округа, где проживает коренное население республики. Издания на родном языке помогают сохранять культурное наследие и поддерживают интерес к коми-языку среди всех поколений. Коми-язык разговорным является у нас на сегодняшний момент больше в селах, чем в городе. Хотя в городе тоже живут люди, которые говорят на коми-языке и общаются с друг другом. Думаем, что школьные библиотеки будут открыты не только для детей, но и для педагогов и для родителей, которым будет интересно познакомиться с этими изданиями. Эти издания будут приходить к нам в течение года и также распределяться по общеобразовательным организациям муниципалитета. В
течение года школьные библиотеки будут регулярно получать новые издания. Каждое образовательное учреждение получит по одному экземпляру всех представленных журналов. В Инте полным ходом идет модернизация учебных заведений. Ремонтируются здания, благоустраиваются территории, внедряются новые программы. Яркий пример – гимназия номер 3, которая победила в пилотном проекте школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» с проектом «Парк детского периода». Проект «Народный бюджет в школе» существует в нашей республике несколько лет. И каждый год наши образовательные учреждения принимают в нем участие и побеждают. Особенности проекта «Народный бюджет в школе» заключается в том, что инициаторами его выдвижения являются сами обучающиеся. Они не только направляют проект в Министерство образования и науки Республики Коми, но еще проходят процедуру онлайн-защиты. В присутствии министра дети защищают свой проект и доказывают его необходимость для своей образовательной организации. В этом году в проекте «Народный бюджет в школе» участвовали многие образовательные организации, но победа досталась интересному экологическому проекту, который предложили девятиклассники гимназии номер 3 и назвали его «Парк детского периода». Девятиклассники совместно с педагогами разработали проектную документацию для участия в конкурсе. Согласно плану, реализация проекта пройдет в течение 2025 года с января по декабрь. Как сказала Евелина Олеговна, наш проект предложили учащиеся 9 класса. И вместе со своим классным руководителем и учителем технологии Александрой Юрьевной Лихановой они в этом учебном году сумели успешно его защитить. И уже даже с прошлого года, можно сказать, у них зрела эта идея. Уже прошлым летом они сажали у нас здесь, сделали первые высадки растений. И вот сейчас продолжается. То есть мы планируем, что на этой территории, которую мы в прошлом году сумели очистить от ивника, в этом году мы ее выровняем. И на этой территории будет размещен сенсорный сад. Здесь уже разбита клумбочка небольшая и будет дальше продолжаться разбиваться. Согласно проекту, будет подготовлена площадка для активных игр, удобные скамейки и игровой модуль. Но главной особенностью станет сенсорный сад – уникальное пространство, где дети смогут взаимодействовать с природой с весны до осени. Сенсорный сад – это такие деревянные конструкции в виде треугольников, могут быть прямоугольников, в которые насыпается определенный природный материал. Это может быть мох, это может быть гравий, это может быть песок. Его можно менять. То есть дети своими руками, почему он называется сенсорный, могут это все трогать и, соответственно, работать с этим материалом. На реализацию проекта потребуется 146 тысяч рублей. Основную часть финансирования, 131 400 рублей, выделит республиканский бюджет. Еще 14 600 рублей поступит из местной казны. Дополнительную поддержку оказал фонд Тимченко. Гимназия успешно участвовала в его конкурсе. В рамках этого конкурса были закуплены игровые комплексы, которые вот здесь находятся, уже подготовлены для установки. И помимо этого на этой территории будет размещаться 4 скамейки, тоже приобретенные за счет фонда Тимченко. И по народному бюджету еще 4 скамеечки, которые тоже будут здесь же размещены. Ну и планируется, в общем, оборудование такого игрового, хорошей площадки, где дети смогут заниматься. Парк детского периода создается как многофункциональное пространство. Здесь дети будут не просто играть, но и получать новые знания, осваивая практические навыки и заниматься творчеством. Это территория и для отдыха, и для общения, как между сверстниками, так и с педагогами. Парк детского периода рассчитан на то, чтобы дети могли здесь проводить свое время свободное, которое у них есть на группе продленного дня. После занятий они выходят на какие-то спортивные мероприятия. То есть это будет место для отдыха детей гимназии. Реализация практики народного бюджета находится на постоянном контроле временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольштейна. В 2025 году в рамках народного бюджета по всей республике запланировано 102 инициативы, на которые выделено 70 миллионов рублей.